эфире. Идет уже, по-моему, 4-ю неделю. Вот, и пока никаких просветов нет, несмотря на резолюцию Европарламента, на все остальное, на всяческие уже понятные всем смыслы. Но нет, никакого продвижения нет. Хуже того, сегодня, как вы уже знаете, кто-то не сначала смотрит, прекратила свое вещание на Крым впервые, после оккупации. Радиокомпания «Мейдан», первая и самая единственная крупная радиокомпания крымских татар, первая электронная СМИ крымско-татарского народа вообще. Самая популярная, которая звучала во всех уголках Крыма всегда, несмотря ни на что, и возобновила вещание из Киева в 2015 году, после того, как ТР выгнали из Крыма. Это часть нашего холдинга, если кто не знает. Да? Долги провайдеру такие, что он отказался нас дальше вещать на Крым. Очередное достижение в деле возвращения Крыма. Могу не поздравить всех причастных. Вот. Но сегодня у меня в гостях Илья Пономарев, человек, который единственный не голосовал за присоединение Крыма, так называемое, к России. Спасибо тебе еще раз за это. Это было в Госдуме в марте, да? Да, 20 марта. Угу. Как раз сегодня годовщина, 7 лет согласования Совета Федерации, на который разрешил Путину вводить войска в Украину. Да? Вот расскажи, ты в это время присутствовал в органах власти Российской Федерации. Как все это происходило? На самом деле это был абсолютно шок, и он был шок для очень многих. И у меня же есть, естественно, много друзей в Совете Федерации. У меня когда-то там даже мама была сенатором, но ее успели, слава богу, уволить до этого. Тоже за нелояльность. Она несколько раз отметилась такими одиночными голосованиями против законов власти, но в итоге ее убрали. Друзей все равно много осталось, каких-то знакомых. Не буду говорить слово «друзья», наверное, это не совсем верно, но знакомых. И многие, я со многими говорил потом, были ли вы на голосовании или не были. Большая часть из них не была. Но они в любом случае говорили, как их там обзванивали. То есть решение было принято утром этого дня. Их обзванивали, потому что заседание было вечером. А там половина только пришла, да? Да. Членов Совета Федерации, 54, что ли, процента, там пришло, да? Там что-то буквально, они сначала, причем первое было голосование, им не хватило для кворума, и Матвиенко что-то дважды переголосовывала. Значит, пока они наскребли, то есть, судя по всему, кто-то чьи-то карточки. Там, знаешь, наверное, кому-то удачно удалось отмазаться, то есть не присутствовать, потому что сказали, что, ты же сказал, что утром начали обзванивать, я не успел. Да, абсолютно. Они именно так и мыслили, потому что Государственная Дума, там больше людей, но там много людей, которые не сами по себе бизнеса, там есть какие-то представители бизнеса, или партийные функционеры и так далее. А Совет Федерации это в чистом виде состоятельные люди. То есть это либо очень уважаемые отставные политики, значит, бывшие губернаторы, скажем. Таких сравнительно немного. В основном это крупный бизнес. И они все тогда еще были в иллюзиях, что их Запад накажет. И поэтому они очень не хотели. И потом мне еще, когда я уже на Западе был, еще нам некоторые звонили, говорили, вот ты помнишь, тогда я не был. Замолви словечко, скажи, да, что я не голосовал. Но на самом деле они же против не голосовали, поэтому орган-то принял, они же члены этого органа. Потому что если бы даже они были против, пишите частно, отдельно пишите заявление, что вы против. Они тоже этого не сделали. Но все равно это уже хоть на коленях, какой-то бунт, да, то есть моего голоса за это не было, да. Большинство приняло, но не я, да, то есть я за это не голосовал, я лично это не одобрял. А зачем Путину это нужно было вообще? Ведь смотри, я просто проследил хронологию событий, и голосование 1 марта, но он же так и не признался, что он ввел войска не в Крым, не на Донбасс, потому что он только через год в интервью на большое сборище этих журналистов, так называемых, там Рома Цымбалюк, впервые он сказал, что его войска были в Крыму. Про Донбасс я даже не помню, по-моему, еще год он не говорил, по-моему, до сих пор не признает, что там российские войска. Я ни разу не слышал, что он говорил. Да, а зачем тогда принималось это решение? Было давление на Украину, на Запад? Нет. Я думаю, что вопрос на самом деле носил прежде всего технический характер, потому что мы же понимаем, что войска для аннексии Крыма были направлены, да? Вот эти все зеленые человечки и так далее. Просто он потом сказал, что по межгосударственным соглашениям между Россией и Украиной
есть определенная численность, которую Россия имела право держать. 25 тысяч, по-моему. Да, на базе Черноморского флота, и эта численность не была выбрана, и поэтому вот те дополнительные, соответственно, части, которые были присланы для аннексии, они вписывались в общую цифру разрешенной численности. Но в любом случае, он же официально не ввел войска в Украину. Не-не, я понимаю, я просто потому, что, то есть, по-видимому, они были не уверены о том, что хватит этих войск. То есть они страховались на если бы случай. Украина начала бы сопротивляться, ну, кроме того, это было 1 марта, у них тогда еще не было окончательного сценария, как это пройдет. Да? Ну да, это только третий день такой демонстративной аннексии. На самом деле 20-е начало, да, но 27-е, 28-е, 28-е. Знаешь, я знаю, это такой холивор в Украине, да, относительно, когда было принято решение. Да? Я считаю, что решение было принято в последний день Олимпиады, то есть то, что оно... Я абсолютно в этом уверен. А почему ты думаешь, что в последний день? Ну, потому что это был день бегства Януковича. То есть я думаю, что в Кремле, в принципе, идея, значит, устроить что-то в Крыму, и именно вот формулировки «что-то устроить в Крыму», она была в качестве заготовки на выборы Януковича, которые должны были произойти там через 1,5 года после всего этого, штатным образом, да, и что они держали это в качестве загашника, если пойдет не по тому сценарию. Хотя в России уже были, это я уже могу сказать просто как там депутат, значит, были там задачи поставлены, что там, вот, там Единая Россия должна была поддерживать переизбрание Януковича, Справедливая Россия должна была страховать Юлию Владимировну, значит, и с ней быть в союзе. Вот. И, значит, там были определенные задачи по Кличку, который, значит, тоже, соответственно, там ходил в Москве в тот момент времени. Ну, то есть другая была ситуация. Я сейчас не хочу никого из них там обидеть и как-то это самое. Реально была другая ситуация. Но просто к тому, что Москва готовилась к определенной, значит, там истории. И Крым был такая карта, которую можно было, значит, ударить по столу, если что-то пойдет не так. Я не думаю, что был готовый план вот такой, значит, аннексии, который был бы хорошо продуман и, значит, кто-то вот его ждал. Я думаю, что он реализовывался с колес, и то, что очень много раз менялся какой-то тактический ход событий во время всего этого дела, да, то есть, потому что они сначала думали там, с Константиновым и с Грачевым играть в эту историю, потом вот там поняли, что поскольку есть крымские татары, которые... Ты Грача имел в виду, не Грачева? Грача. Да. Грачев, то я говорю, Грача. Вот, значит, потом, значит, они увидели, что есть сопротивление со стороны крымских татар, они поэтому обратились к бандитам Аксенова, да, то есть вот, чтобы разгонять, значит, митинг, который там был. Это все менялось, там менялись сроки референдума, как мы знаем, там сначала май, перенесли на март, менялись вопросы референдума, то есть это все говорило о том, что это все идет с колес. Смотри, с колес, но я просто хорошо помню, что еще вот Олимпиада шла или началась, или это первые дни были Олимпиады, 7, 8, 9, может быть даже 7. Я узнал, что Тамбовская бригада ГРУ выдвинулась в Крым. То есть, не знаю, до конца ли был написан этот сценарий, но то, что они наполняли Крым войсками, не свойственными Черноморскому флоту, это я знал еще до того. Даже до того, как на Майдане произошла как бы развязка. Это одно другому на самом деле совершенно не противоречит, потому что я видел людей из вот этого политического менеджмента Кремля, которые работали там с Сурковым до того, и которые исторически, потому что Сурков, как мы знаем, там играл ключевую роль во время Оранжевой революции 2004 года, они же мониторили ситуацию в 2013 году, значит, когда начался Майдан. И, ну, они вот говорили, ну, то есть это полный мудак, то есть Виктор Федорович, да, то есть, ну, что ж такое, то есть, ну, уже все ж мы решили, ну, уже все расходятся, ну, нет, надо было еще сделать, то студентов побили, то эти законы приняли, ну, то есть мы им говорим этого типа не делайте, а они это все равно делают. Ты думаешь, ему говорили что-то не делать? Думаю, что да. И что, думаешь, это самодеятельность Януковича была все? Ну, это же как это, от желания показать, что мы тут сами с усами, да, то есть вот, что у нас тут свои есть мускулы и все прочее, нефиг тут. А ты в курсе, кстати, может быть, у тебя же все-таки остались в России какие-то знакомые люди, и среди политиков в том числе, в отличие от меня. Что там Виктор Федорович, как поживает? Понятия не имею. Но я знаю, что его Владимир Владимирович после всего этого, мягко говоря, недолюбливает. Вот, поэтому, насколько я понимаю,
Он вообще не пользуется ни влиянием, ничего. И от него и свои соратники, значит, как-то отошли, и все остальное. Вся остальная банда живет очень хорошо. Там все эти там Курченки, Арбузовы, там вот эта вот вся история. Вот у них все в порядке, потому что их поставили на финансовые потоки по Донбассу. Там, значит, кто на газу, кто на угле, там, кто на чем, на разных вещах. То есть Путин отдал какие-то, ну не то что рычаги управления, наверное, там ФСБ все-таки управляет, но какие-то экономические вещи он отдал вот этим януковическим людям. Ну, кто-то же должен их непосредственно руками быть. Во-первых, у Кремля нету, я абсолютно в этом уверен, нету никакого плана аннексировать эту территорию. В смысле, официально присоединить как Крым? Да, да. У них такого плана совершенно нет. У них задача наоборот это впихнуть обратно. Да. То есть это совершенно четко. Поэтому если там ставить свой менеджмент, тогда его придется менять, когда это все будет происходить. Поэтому надо обязательно, чтобы были люди сами с Украины, то есть, которые были бы управляемые, под присмотром, значит, контролируемые, там, у которых все выступающие части тела держатся в цепких чекистских руках, то есть, но тем не менее, которые были бы сами по себе мальчиками. То есть ты абсолютно уверен в том, что, хотя периодически же появляется информация, Захарченко хочет стать там лидером Новороссии, да, и объединенной вот этой ЛНР, ДНР. Постоянно закидываются, приезжают какие-то люди, типа Симоньян там, да, и говорят, вот Россия скоро вас усыновит, да. Что-то все это для чего делается? Не, ну, есть пропагандисты, у которых такая работа, они должны поддерживать, значит, определенный градус, да, то есть вот, иначе как-то люди сами иначе зачем все это затевалось? Да, они сами разойдутся. Как объяснить им, да, все это? Вот, поэтому это как бы это самая, на мой взгляд, грязная и неблагодарная работа, потому что на самом деле кто больше всего отвечает за эту войну, это вот как раз такие пропагандисты, которые дурят людям голову. Вот, потому что иначе они могли бы сами разобраться уже давно на этой территории. Вот, а вместо этого их все время, значит, накачивают вот разным этим говноинформационным продуктом. А с другой стороны, есть люди, которые сейчас находятся в руководстве всех этих ДНР и ЛНР. Ну, так им же как-то надо думать про свое будущее. Ну, потому что даже, допустим, там с Украиной удастся договориться про какую-нибудь широкомасштабную амнистию. Допустим, да? Вот. Ну, эти люди все равно обречены. То есть, какая бы ни была амнистия, вот. Даже если их, что называется, сразу не посадят, то ну, приедут обязательно бойцы, которые их отстрелят. Да? Вот. Поэтому им-то точно надо в Россию потом. А для того, чтобы им потом в Россию, надо же как-то себя это спозиционировать. Ну вот недавно почему-то. У нас недавно Министерство по интеграции оккупированных территорий, реинтеграции, хотя какая может быть реинтеграция до деоккупации, ну ладно, это окей. Не будем в слова играть. Оно, наоборот, предлагает, во-первых, исключить понятие коллаборант из законов. Оккупантам предлагают оставаться в Крыму и так далее. Я не пойму, к чему эти реверансы. И я так считаю, что это абсолютно невозможно, потому что люди, ну слушайте, люди прибыли незаконно туда. Ну как можно вообще, как это все оформить? Какая амнистия? Это что, ты купил дом незаконно, а теперь он твой, что ли? Или что вообще, как это? Ну, знаешь, давай, есть две разных истории. Да? Есть вопрос Крыма и... Ну, давай, значит, да, с любого начинай. Нет, просто вопрос, я почему говорю, что их надо разделять, потому что в ДНР и ЛНР это непризнанные территории, в которых идет война. Вот, соответственно, любой человек, который принимает какие-то решения относительно там, собственности в этих территориях и так далее, понимает, что он, значит, берет билет на войну. Да? Так подожди, в Крыму тоже собственность не признается. Она признается с точки зрения Российской Федерации. Да? Ну, то есть там человек может послушать Первый канал, прочесть российский закон и сказать, окей, я в своей стране типа поступаю так, как мне говорит мой закон. Так же, как это было в Советском Союзе с людьми, которые приехали, например, в страны Балтии. Их тоже никто в мире не признавал частью Советского Союза. Они были там оккупированные территории. Ну, на это закрывали глаза, то есть, ну, юридически они все равно считались оккупированной территорией. Ну и чем это закончилось? Ну, люди же там остались в этих странах. Им дали вариант, значит, либо вы учите язык государственный. Ну, далеко не все. Почти все. Если ты посмотришь статистику по этим странам, почти все остались. Но я не думаю, что от этого счастлива Латвия или Эстония. От такого балласта. Другой вопрос, это их внутреннее дело. Но им дали опцию остаться или уехать. И, там, скажем, в Литве таких людей составляет буквально несколько единиц процентов, там русских по паспорту, там 5%, да? А в
Латвии и Эстонии, их там по трети населения, да? И им всем дана опция. Значит, если вы хотите стать полноценными гражданами, вы должны интегрироваться, значит, в нашу культуру, выучить наш язык, что в условиях этих стран это определенное упражнение, да, вот, и, значит, там сдать все экзамены, и, значит, пожалуйста, то есть вас никто не выгоняет, но вы не будете голосовать, пока вы не покажете, что вы являетесь членами нашего сообщества. Ну, путь тоже путь. Пожалуйста, хотите уезжать, там, уезжайте. Но, как показывает практика, никто не уехал. Не, ну представь себе, что может быть гипотетически в Крыму при таких раскладах. То есть это полная замена населения, полная. То есть там и так было россиян этнических больше всех, да? А сейчас они напихали туда еще россиян. Но это для Крыма это не вариант, потому что это не 40% и не 35%. Это 90%, 85-90% у нас будет оккупантов там жить. Но мне кажется, предлагать такое странновато. Смотри, вот сейчас просто даже не хочется спорить на эту тему, потому что, то есть, на мой взгляд, на данный конкретный момент времени это вопрос гипотетический. Ну, я согласен. То есть, для начала надо убрать Путина в России для того, чтобы говорить про возврат Крыма. То есть я уверен, что Крым вернется, но он вернется только когда понятно, президентом России не будет Владимир Владимирович Путин. А вот вопрос Донбасса и Луганска – это вопрос сегодняшнего дня, это не вопрос завтрашнего дня, это вопрос сегодняшнего дня. Слушай, ну что сегодняшнего? Что ты думаешь, Путин вернет Донбасс Украине при условии, если Украина не будет через Донбасс или как-то по-другому им контролироваться? Что, он отдаст эту границу, что ли? Зачем ему это нужно? Ну, я уверен, что отдаст. А зачем? Так, Под давлением чего? Что значит под давлением чего? Вопрос, зачем ему она нужна? Ну, для давления на Украину, ты же сам сказал с самого начала. Не для давления, а для влияния. Для влияния, ну, проникнуть в Украину, схватить Украину за все места, от которых будут... Так если он будет видеть, что задача влияния реализована, то отдаст. Ну, то есть влияние как? Это прекращение реального пути Украины на Запад. Это единственное, что он хочет. Да? То есть вернись обратно, да? Политика искусства возможного, да, то есть, соответственно, и он точно так же к этому относится. Нам здесь мы очень часто говорим про путь Украины на Запад, но только мы не должны забывать, что все-таки это процесс обоюдосторонний, да, и от того, что там, значит, стоят красивые люди с европейскими лицами, которые нам улыбаются, это совершенно не означает, что они готовы нам открыть свои двери, пока они нам их не открывают, как мы знаем. Ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Ну что, Байден сказал, что мы ждем. Это вопрос лишь исполнения условий страны Украины. Называется, и вы говорите. Нет, но надо условия исполнять. Там, если почитать эту резолюцию по ассоциации с ЕС, да, там невыполненных пунктов столько, что... Айдар, во-первых, то, что говорит Байден, вообще не релевантно для этого вопроса, потому что большинство голосов и в НАТО, и уж тем более в Евросоюзе, где вообще нету американского голоса, да, то есть он принадлежит не Байдену. Байден, слушай, Америка традиционно влияет на все западное, да? Я понимаю, но Байден в Белом доме 4 года, поэтому он может смело говорить, что хочет. То есть точно это решение принимать не ему. Потому что это точно в ближайшие 4 года не случится. Ты почти весь предыдущий год этот коронавирусный провел в Америке. Ну, по своим там делам, я не буду даже интересоваться с каким, но просто мне интересно, как это все выглядит. Почему Байден позвонил Путину, и это был там, может быть, неприятный, но это был разговор, да? Со всеми то, что нам сказали, что он там сказал, да, Путин не понравился, все такое, но разговор был. Разговора с президентом Украины Зеленским нет. Посла Украины нет. В Украине посла американского нет. Есть такое ощущение, что поставлены какие-то условия перед тем, как все это произойдет. Нет. Нет? А что Нет. это тогда? Зачем эта пауза тогда? Это я тебе могу, то есть это как американцы нам, поднимая руку, да, то есть это сказать, что причина сугубо техническая. У Байдена принято решение, что отвечать за Украину будет Виктория Нуланд. Ну? Ее назначение должен подтвердить Сенат. Угу. Этого еще пока не произошло. Она будет как Волкер? Нет. Она выше статуса. Она гораздо выше статуса. Да. Волкер это был просто как физическое лицо, спецпредставитель, да, президента. Виктория Нуланд, она будет вторым лицом в Госдепартаменте. То есть на самом деле это поднимает наш вопрос очень высоко с точки зрения уровня курируемого лица. Да? То есть она называется зам по политике. То есть выше только, собственно, глава Госдепа и президент. И президент, да. Вот. Даже вице-президент здесь как бы, понятно. Дальше президент. Вот. Поэтому... Но это политическая должность, которая требует назначения. И это не
Украина и не Россия, где, то есть, ну, типа, все знают, что человек будет назначен, и он уже как-то там что-то делает, да. В данном случае американский закон впрямую запрещает, есть просто статья Уголовного кодекса, которая запрещает до назначения частному лицу решать государственные вопросы. Поэтому пока не будет за нее проголосовано, она это делать не имеет права. А это вопрос ее. Баба она склочная, Тихо, тихо, тяжелая. тихо. Давай-ка у нас тут против этого сексизма сейчас борьба идет. Не-не, в Украине. я Вы же- из дикой страны приехали. Хорошо, Это же у нас человек это склочный, Пожалуйста, я вас тяжелый. просил. Вот, то есть, вот, не, она наш настоящий друг, да, то есть Украина. Но все, как с бюрократической точки зрения, командной, да, знают, что она человек тяжелый по характеру. Ты тоже человек тяжелый по характеру, то есть я очень проще легкий. по характеру, ну, то есть, ну, есть и люди, которые все знают, что лучше не связываться, потому что потом прилетит. Вот с Нуланд никто связываться не хочет, раз Байден решил. Что, Байден не хочет с ней связываться? Не, ну Байден решил, что это ее будет сфера И то ответственности. есть он вообще в это не лезет сейчас? Ну, пока ее нет, нету ответственного Подожди, ну человека. почему он не может позвонить Зеленскому-то? Объясни. Ну, может. Может, но Ну, не, не звонит. Не, ну как, ну а зачем? Был только один разговор, это Дмитро Кулеба говорил с госсекретарем. Я понимаю, но это, знаешь, это протокол Кулебы был такой, в общем, ну, он протокольный, да, то есть там поздравить, значит, коллегу, то есть вот, значит, друг друга поздравили, обнялись, там, пошли дальше. Ну, Тем смотри, более, что Украина еще У назначает нас посла. почти полтора месяца прошло уже Байдена. Да. Сколько, да? Да, к сожалению, этот Ну. вопрос тянется, он затянулся. Все считали, что назначение будет раньше, то есть его ожидали еще в середине февраля, что оно будет, но его до сих пор нет. А еще такая странная фраза, я даже по-английски заглянул в оригинал, хоть я это не особо силен, но в принципе она так и звучит, что мы все еще доверяем Украине. Это что за фраза в обращении Байдена? Что это значит, мы все еще доверяем Украине? Но у Байдена есть основания так говорить. Его за эту избирательную кампанию столько раз в Украину лицом ткнули, что, то есть, ему как раз Украина уже, в общем, должна вызывать довольно негативные эмоции. Нет, но вряд ли это будет так, потому что он Украину знает независимость от имен чиновников, да? Он тут был фактически на Майдане. Потому что ты все можешь знать, независимо и так далее. Он хороший дядька. Вот, и действительно он здесь был. То есть, и вообще он специалист по постсоветскому пространству. Он, слава богу, там в Советский Союз ездил там 70-х том-то и годов. дело, да. Громыку еще знал Да, с да, Брежневым, да. Вот. То есть он знает, понимает, разбирается. Он специалист по внешней политике и все прочее, да. Если ему там всю избирательную кампанию, единственное, за что все время прилетало, то есть все остальное это был чистый там наброс говна на вентилятор. Вот единственное конкретное, за что его все время дрючили, так это за Украину. Вот единственное, за что это все время было. Депутат на букву «Д», даже два на букву «Д», это непосредственно американские дела? Ну, Это да. они сами решили, и как бы об этом наше руководство и не знало? Нет, наше руководство, я так понимаю, про это знало. Вот. Более того, некоторые из бывших соратников Владимира Александровича в этом активно поучаствовали, не безуспешно. Вот. Не будем называть фамилии, Ну, понятно. сами потом расскажут. Вот. Но поскольку я вообще считаю, что это была борьба прежде всего с Игорем Валерьевичем, вот, то, в общем, как бы она достигла успеха. А что этим хотела сказать Америка Игорю Валерьевичу? Ну, Америка очень хочет Игоря Валерьевича. Она прям за него подержаться хочет очень сильно. Ты считаешь, у них есть шансы на это? Есть. А как это может выглядеть? Ну, если бы я был Владимиром Александровичем, то Игорь Валерьевич мог бы случайно сесть не на тот самолет там месяца за 2 до следующих выборов президентских. Он же, то есть, один самолет не долетел до границы, а другой самолет может случайно перелететь через границу. Ты понимаешь вообще, что сейчас происходит в украинской политике? Я перестал понимать до конца, потому что, ну, как бы я ничего не знаю секретного, но вот закрытие телеканалов Медведчука, да? Это что, вот, на твой взгляд? Это американское влияние, это требования американцев, это инициатива Зеленского, это что это? Это пакт Левочкина с Зеленским во имя раскола ОПЗЖ и удаления Медведчука с поста реального претендента на следующего премьер-министра. Слушай, ну, на мой взгляд, Медведчук не был реально претендентом, никакого такого консенсуса. Ну, если бы были новые выборы, то он бы стал претендентом номер один. Ну, слушай, но разве ты не согласен, что это такой определенный плевок в Путина? Конечно.
Ну, А как так осмелились наши без американского тыла сами все это сделать? молодец же. Нет, а они правда без Америки это сделали? Вот просто сейчас алиби, да, то есть Америка спит. То есть до назначения Нуланд Америки не существует. Просто такой То есть державы, это ее просто Владимир нет. Александрович Зеленский решил закрыть 3 канала Медведчука, обнулив его фактическое влияние политическое. Еще и, как мы знаем, наехал по-другому на Игоря Валерьевича с Центрэнерго. Что это значит? Ну, товарищу надоело. Что надоело? Ну, такое положение, рейтинг падает. Все, в общем, на самом деле потихонечку перестают считаться, хихикают. Надо Вот. было мускулу показать. Надо как-то, да, поиграть. То есть, ну, по-моему, Владимир Владимирович это оценил. То есть, все, что произошло с товарищем Медведчуком. А как ты он оценил? Ну-ка расскажи, я ничего не знаю. Ну, Владимир Владимирович тот человек, который очень любит, когда силу показывает. Любит в каком смысле? В кавычках? Его это выбешивает? Что? Не, то есть, он уважает. Ну, то есть, в данном случае был сильный ход вот, человека, который, значит, его вот там товарищ, представитель и так далее, который до сих пор вот там говорит, да мы там всех там чего хотим. Вот, его конкретно отымели. Но, а может быть, это смена пророссийских элит здесь? Может быть, это, ну, я не знаю, что-то Левочкина мне бэкграунд неизвестен, да? Но, может быть, таким образом Путин намекает, что вот у Медведчука не получилось, но есть другие варианты взаимодействия. Знаешь, ты вообще очень много, когда говоришь и пишешь, мне кажется, ты очень много склонен думать про какие-то хитрые планы. Нет, абсолютно не То есть склонен. Я это- просто не понимаю некоторых вещей. Вот и я не нахожу им объяснений. Ну, просто в политике очень много слабоумия и отваги, да? Да, это что, Вот. наверное, Значит, в нашей особенности. Ну, точно, просто. Много людей, которые на самом деле редко приходят в сознание. Вот. Очень много людей, которые мыслят очень в короткую, здесь и сейчас. Вот еще раз скажу, вот есть фактор, значит, такого человека, как Левочкин, да, который видит, сейчас вот американцы будут додавливать, значит, его коллегу Фирташа, Ага. вот, остается, например, бесхозный телеканал «Интер», вот, который на кого будет работать, да, то есть он будет работать вот на эту вот там условно пророссийскую часть. Мгм. Значит, есть Владимир Александрович, который думает по поводу там второго срока, явно, к сожалению. Вот. Значит, он про него думает в контексте того, как это было бы лучше всего сделать. Самый лучший розыгрыш – это розыгрыш а-ля Кучма 99. Да, Зеленский против Бойко. Значит, во втором туре, потому что это единственный Это уже сценарий. ты начинаешь такие конструкции сложные рисовать? Не, то есть, ну, я же в данном случае опираюсь на вполне конкретные разговоры, которые я слышу. Мгм. Вот. Это как раз разговор, который они явно ведут. Просто они очень просто и коротко воспринимают, что надо сделать для того, чтобы вот это вот сложилось. Да? Вот. Нужен медийный ресурс. Этот медийный ресурс мы убираем, этот медийный ресурс мы приобретаем. В ОПЗЖ тоже идет своя, соответственно, борьба за власть. Там есть два фланга. Да? То есть, есть один фланг, в котором находится там, Медведчук, Рабинович, там, Шуфрич. Да? С другой стороны есть другой фланг, в котором находится вот, там, Бойко, Левочкин, там, другие. То есть менее брутальные пророссийские силы. Да. скажем так, да. Ну, они вообще не пророссийские, они, так сказать, провосточные, да, то есть, вот это вот осколки партии регионов, да, то есть, вот, которые антимайдановские, но это не означает, что они там подкремлевские, да. То есть, Медведчук это просто, Ну, слушай, то как есть, это так прямая вот? пятая колонна. Я понял, но столько денег вложено, и, как я полагаю, они только номинально медведчуковские, я могу такое предположить. Да, на самом деле они не его. Кто? Но деньги вложены в каналы, во все это. Да, Это же конечно, громадные это чисто миллионы, московские миллионы, деньги. миллионы, миллионы. Конечно, чисто московские Вот, шерьевские дела, всякие вот эти, да. Это же просто взять, зайти и смести со стола все просто Ну, да. ногой. Да. Но Да. разве это не вызов Путина такой серьезный? Вызов. Ну хорошо, но Путин не из тех людей, которые оставляют это так. Значит, что-то готовится, значит, он же как-то будет отвечать. Как-то будет, Например. не знаю. Ну, то есть, думаю, что возможностей на это, к сожалению, достаточно много. Дальше. Очень не укладывается в эту всю парадигму история с нашим телеканалом совершенно. Потому что я не вижу никакой угрозы Зеленскому от нашего канала. Мы ему не оппозиция, мы с ним за власть не боремся, мы как бы не шел на него там никуда. Да? У нас тема своя, Крым и так далее. Почему явно выдуманные
условия для того, чтобы мы перестали вещать, и они все понимают прекрасно, люди, которые этим занимаются. И тем не менее, несмотря на европейское там какое-то какие-то слова в резолюциях, никто ничего не делает. Не, ну это же это бюрократическое слабоумие, да, то есть, которое причем превращается в мыльную оперу. Ну, то есть мы сидели вот, то есть, под этим уже год назад, и то есть говорили то же самое, там это было по-другому, Ну, да, значит, чуть-чуть завернуто, то есть, но тот же самый эффект, да. Главное, что совершенно очевидно, что этот весь разговор наносит Зеленскому и украинской власти гораздо больше ущерба, чем, то есть даже если бы там эти деньги вообще бы просто бы украли. Пользы никакой не приносит. Вот уж точно никакой пользы. Тем более, деньги в бюджете заложены, Да. они есть уже. Все. Смысл, вот просто смысл. Ну, смысл опять, это мелкие, мелочные людишки, которые считают, что есть, значит, руководство, в принципе, лидеры крымских татар, которые по какому-то стечению обстоятельств все находятся в партии у Порошенко. Вот. Ну и как-то им еще денег давать. Вот так вот, да. Интересно, да, ну вообще-то... Поэтому они же говорят, они не говорят нет, да, потому что, ну, дело-то благое, как бы все понимают, что дело благое. Ну, как-то обличать, значит, вот этим людям, которые, типа, в оппозиционном лагере жизни, они тоже не хотят. То есть проблема в том, что Мустафа Джемилев находится в партии Петра Порошенко. Ну, я думаю, что это основная Но, вопрос. допустим, Рифат Чубаров там не находится, он глава Меджлиса. Ну, я думаю, что проблема, то, что вся тусовка, да, там Ахтем Чайгоз, то есть там-то все определенно все, туда. там Рустем Умеров, депутат от Да. «Голоса». Но, и потом крымстарский народ не является членом никакой партии. Неужели это сложно понять? Эльдар, дорогой. Ну, Не, то я у есть, тебя спрашиваю, ты пришел же не просто так. Нет, я понимаю, ну, то есть, я еще раз говорю, я считаю, это глупость. Вот. Это глупость, причем, я бы сказал, преступная глупость, да, то есть, которая наносит стране ущерб. С другой стороны, понимаю, то есть, я говорю, психологию очень многих людей, которые находятся во власти, надо сказать, они в прошлой власти были такие же, но сейчас просто особенно большое количество людей, набранных по объявлению, да, то есть, вот, их горизонт мышления он маленький, то есть, мелочный. Месяц, два, три? Что, вот это будет Горизонт продолжаться? мышления? Нет, я не знаю. Не, ну я не мерил бы это месяцами, да, я просто говорю, что очень трудно встать над позицией личного интереса или карьерного там какое-то, значит, соображения, да, и подумать о государственных интересах Вот, страны. наверное, да. Потому что я не думаю, что очень приятно министру иностранных дел Украины или премьер-министру Украины выслушивать от иностранных министров, да, вопросы про АТР, что Ну, происходит. правильно, Да? это же разные люди, которые принимают это решение. Те люди, от которых это зависит, они не выслушивают это на международных собраниях. Да, это выслушивают, значит, там послы и мидовцы. Они на это не влияют. Но они там доносят Нет, это это я всё понимаю, президенту. да. Я думаю, что президент даже дает команды о том, что, ребят, ну там разберитесь. А ему наверняка говорят, да мы разбираемся. Да, тут всё. Вот так, да? Ну, то есть, все будет нормально, это как они говорят всегда, все будет нормально, Да. но при этом ничего не делают. ну, я думаю, что президент вполне искренне так полагает, что так оно и будет. всё Какие-то нормально. нюансы просто. Какие-то нюансы технические, там, где-то сами виноваты, то есть где-то что-то недооформили, ну так сделайте все. То есть, То есть ему это так подает. ну, я сколько за эти 1,5 года видел ситуаций, когда президент за счет незнания каких-то мелких технических, чисто вот так вот бюрократических моментов, там где-то чуть не, а где-то и да, там пропускал какие-то решения, которые необходимо было принять. Ну, просто, знаешь, конфликтовать и делать конфликт на крымско-татарском вопросе, это очень странно, и это вообще контрпродуктивно. Плюсов это точно нет никаких. Есть одни минусы имиджевые, ведь мы же не собираемся тут помирать. Да, вот у нас радио отключилось, мы хотим восстановить потом, конечно, вещание, но сейчас на Крым не вещает, да, нет денег на это, долги. У нас могут отключить детский телеканал, единственный, который вещает на крымско-татарском языке круглые сутки, да, там вот переведенные нами мультфильмы, фильмы, другого нет источника просто крымско-татарской мовы. Да? Ну и, конечно, телеканал АТР как основной транслятор всего, что происходит в Крыму и обратно. Да? Вот. Все это происходит каждый день, новые новости, что называется. Да? Мы обратились к литовскому парламенту, президенту и правительству. Мы будем обращаться к парламентам, президентам, правительствам других стран. Мы будем обращаться к Европарламенту, чтобы они спросили у наших властей, почему 60-й пункт резолюции вы не выполняете. Там прямо написано.
про, так сказать, что там не просто озабоченность выражена, там настаивает Евросоюз на стойке в механизме финансовой и технической поддержки АТР, которого нет, никакого механизма, ни стойкого, ни не стойкого, а стойкого вообще нет. Да? Айдар, Зачем эти бесконечные разговоры? О чем? Зачем эти проблемы? Я, может, тебе сейчас одну неполиткорректную вещь скажу, да. но тем не менее, то есть я считаю, она такая важная, да, то есть вот смотри, вот это сложилась эта ситуация. Эта ситуация, очевидно, наносит ущерб, значит, там, действующей власти и стране в целом. Но действующей власти она тоже наносит, значит, очевидный ущерб, который ты совершенно правильно говоришь. Значит, цена вопроса существования, она микроскопическая. Значит, есть Петр Алексеевич Порошенко, да, то есть партия которого большое количество действительно руководства крымских татар. Он мог бы решить этот вопрос, ну, просто своим решением. Он, может быть, не мог бы гипотетически, Нет. Но как бы это выглядело? Сейчас. Ну, как сейчас. покупка крымских татар, ты скажешь, а вот мы так и подозревали, Так что они... Во-первых, там и так большинство. Вот. Во-вторых, дать просто кредит, продержаться 2 месяца, да, то есть пока не будет решен вопрос с Министерством финансов, потом отдадите, значит, теми деньгами, которые придут из госбюджета. Ну, просто, то есть, перекредитовать то время, которое нужно на то, чтобы решить этот вопрос. Но он же тоже этого не делает. Потому что он ровно так же мыслит. То есть он мыслит тем, что создается его политическим противником политическая проблема. А интересы, которые есть у страны, у народа, вот у вопроса всего связанного с Крымом, да, то есть они для всех по боку. То есть нет государственного мышления? Ни у кого. Ну, то есть я почему говорю то, что если бы у меня сейчас были бы свободные деньги, я бы вам просто дал бы кредит на 2 месяца. Так найди. Ну, я приехал 4-й день назад, вернулся в страну. Мы да, подождем еще вот. Несколько. Просто, ну, то есть, потому что это правильно, то, что необходимо сделать. Именно потому, что мы все знаем, что деньги в бюджет заложены, они на телеканал придут. То есть, соответственно, вот этот вот устраивать водевиль, который реально, ну, все в говне будут. Всем будет от этого плохо. Сегодня очень прямой эфир, и я не могу не согласиться с тем, что сейчас сказал Илья Пономарев. Это на самом деле выглядит дико. И моя самая большая проблема последняя, чтобы ты понимал, когда я с иностранцами говорю, я им вообще объяснить не могу, в чем проблема. Это как в Украине проблема с крымскими татарами. А в чем проблема? Да вот каждый год давали деньги, причем это же не все деньги, которые тратятся на канал, еще деньги мы собираем где только можем. Да это какой-то вообще минимум на трансляции, на все. В чем проблема? Да непонятно. Придумывают какие-то вещи. Причем придумывают вещи, неисполнимые заранее. Они не понимают, поляки не понимают, они переспрашивают. Литовцы чуть быстрее понимают, потому что они имели уже дело, да, как-то с разными вещами. Да нет, потому что это очевидная глупость, и это главное. Бывает там глупость, когда люди себя загнали в определенный тупик, из которого объективно трудно выйти, потому что требуются какие-то большие ресурсы, какие-то большие свершения, там, шаги и так далее. Да, там, тупик с Приватбанком, то есть он большой тупик, потому что из него никуда не выйдешь, потому что на это нужно миллиарды долларов. Тупика с АТРом не существует. Это вопрос политической воли. Абсолютно. Больше ничего. Или безволия. Смотри. Ну, наверное, надо немножко про Россию проговорить, поскольку ты следишь, в отличие от меня, очень внимательно за этой историей, за всей. Ты не прибедняйся, ты тоже Да следишь. нет, я мало, честно, я не смотрю ничего. Я только какие-то такие вешки, знаешь, вижу. Вот, а так не живу я там, по крайней мере, мысленно. Но вот чем закончится история, с твоей версией, чем закончится история с Навальным? Ну, будь сидеть. Вопрос сколько? Долго. Как Ходорковский? Я скажу так. На данный момент я уверен, что его не выпустят как минимум до следующих президентских выборов в России, которые будут в 2024 году. А при чем тут выборы? Его все равно туда не зарегистрировали. И никого не это вопрос не регистрации. Это вопрос просто, чтобы не мутил воду, не был фактором случайности. Вот. Тем более, что меня все время там проклинают все сторонники Навального, да, то есть вот когда я там про это начинаю говорить. Но я все равно уверен, что Навальный — это один из элементов кремлевских раскладов. Это не означает, что он плохой, что он там чей-то агент. Я этого никогда не говорил, не говорю, я так не думаю. Да? То есть, просто его фактор учитывает какая-то часть власти. Ну, какая-то часть власти его активно разыгрывает. То есть я уверен, что этот вот там последний ролик с Дворцом, эта часть там было прям 3 подряд залпа в одну и ту же кремлевскую группу Ковальчуков и Шамаловых, да, то есть которые там были. А кто бы себе мог это позволить такое? Ну, я думаю, что Сечин, если говорить там, просто опять это же
все-таки в российской политике достаточно глубоко, поэтому я, грубо говоря, эти ролики изучал с микроскопом, внимательно читая текст, да, то есть вот, что говорится, как говорится, какие фамилии называются, в каком контексте и так далее. Мне кажется, да, то есть вот, что это написано в интересах Игоря Ивановича. Я могу ошибаться. У меня нет опыта. В чьих бы не было интересах, Да. не слишком ли большая эта наглость показывать, если это реально дом Путина, показывать дом Путина, сливать информацию про дом Путина? Не слишком ли это, как-то это у меня не коррелируется с системой власти в России? Вот так на фюрера положить, да? Ну, как-то, мне кажется, слишком нагло с любой точки А зрения. ты смотри на этот вопрос с другой точки зрения. Вот я про это там писал, когда, значит, про это говорил. Ну, вообще, вся история с этим домом, она же давно длится, да, ее первым... Это 10-й год. Да, ее первым, да, рассказал мой друг Сергей Колесников, который за это был вынужден покинуть Россию, живет в Эстонии, то есть там хороший очень дядька, приезжает все время к нам на форум «Свободной России», в который ты тоже принимаешь участие. Вот. И вопрос с самого начала был простой. Если это дом Путина, то при каких условиях он может им воспользоваться? Только при одном единственном условии, что он перестает быть президентом Российской Федерации. И насколько... Становится императором всероссийским. Нет, он вообще должен перестать быть во власти. И более ему не нужно, пока он находится во власти, потому что у него есть государственные резиденции, которые, что называется, ничуть не хуже и так далее. Не, ну просто реально. Но Путин не может в реальности уйти от власти. Значит, Иван Грозный тоже сажал кого-то там. Да, ну, ты вот говоришь, как ты грамотный человек, да, то есть... Ну, как он может уйти от власти? Ты опытный политик, там, эксперт, да, то есть вот, он не может... Я с тобой согласен, что он не может уйти во власти, да? Да. Но что, в России же много башен, да, то есть много групп влияния. У Путина много разных друзей. Они по-разному смотрят на этот вопрос. И в то время, когда начиналось строительство этого дома... Я говорил там на эту тему с Сергеем, можешь сам с ним поговорить. Да? То есть я уверен абсолютно, что посыл был, что чуваку делают домик в деревне на после отставки. Но что-то пошло не так. Ну, отставки не получилось. Ну да, как-то не захотел. Он же начал строиться до 2008 года, когда то есть, Путин всем говорил о том, что он уйдет Это в медведевские времена. Да, то есть вместо этого они устроили эту рокировку, все это вот первый шаг к этому, то есть вот, значит, как бы это вся... То есть это дворец, это пыль в глаза? Почему? Нет, почему? То есть он начал постоянно перестраиваться, то есть то, что вот Навальный там плесень, там, так ровно по этой самой то причине. строили, то не строили. Потому что проект завис, ну то есть его построили, да, то есть он сказал, никого вообще, не при нужен. нынешних технологиях его бы за пару лет построили бы точно, там любой случай. Ну, невозможно. Вопрос в том, что я уверен, что этот дворец – это результат деятельности той группы друзей Путина, которая создает ему условия, чтобы он мог отойти от власти. Которые говорят, ничего не случится, все будет нормально. Все будет нормально, все будет зашибись. Володя, поживешь как нормальный чувак. Не, его так не проведешь на такой по миру. микине. Его на такой микине уже не проведешь. Может быть. Ну что, они же находятся близко. Там к нему ближе Бориса Ковальчука, чисто в личностном плане. Мало кто есть. У меня короткий вопрос остался, потому что очень мало времени, минута. Возможен ли такой вариант, что Навального меняют, то есть вывозят, рвут паспорт, как у Буковского, и меняют на какого-нибудь Бута или на Северный поток, на что-нибудь еще? Я тебе на это отвечу анекдот. Давай. Идут два мужика, видят, говно на дороге валяется. Один другому говорит, хочешь поспорим с тобой на $100, что я сейчас возьму ложку, съем ложку этого самого говна. Тот говорит, да нет, ты никогда этого не сделаешь. Сейчас. Берет ложку, вычерпывает, ест. Надо же, то есть, говорит, ну, $100-то жалко. Говорит, слушай, давай поспорим на $100, теперь я съем, значит, ложку этого самого говна. Берет ложку, ест, вот возвращает ему те же самые $100. Они смотрят друг на друга и говорят, слушай, тебе не кажется, что мы бесплатно говна наелись? Вот это вот ответ на твой вопрос. Бог с тобой. У нас в гостях был Илья Пономарев, бывший, я все время, когда вспоминаю, говорю, это вспоминаю Остапа Бендера и Кису Воробьянина, бывший депутат Государственной Думы. Вот. Ну, интересно поговорили. Мы продолжим завтра. Телефон-марафон Сейв АТР «Голос Крыма» мая будет в эфире. Вы можете помогать и должны, наверное, если вы нас смотрите, подумать о том, как помочь каналу АТР выжить и продержаться. Есть номера карт, счетов, на которые вы можете перечислять деньги. Есть очень удобная платформа Patreon, где вы можете стать постоянным патроном нашего телеканала. И ваша помощь не будет, мягко говоря, лишней, а на самом деле будет очень нужной, необходимой сейчас. Будьте
с нами. Мы работаем для вас, на Украину, на крымско-татарский народ и на будущее возвращение Крыма в нашу страну. Всего доброго.